Первая помощь. С этим вопросом, мне кажется, сталкивается каждый человек хотя бы раз в своей жизни. Конечно, никто не застрахован от несчастных случаев, но порой ты просто теряешься, тебя охватывает паника, и ты не знаешь, что делать. Именно поэтому сегодня наш выпуск «Испытано на себе» мы посвятим именно этой теме. И он будет полезен не только для взрослых, но и для детей. В это утреннее, раннее, жаркое время мы находимся в городском парке. И неспроста. Ведь именно здесь зачастую ты можешь встретить случайно людей, которым, возможно, необходима твоя помощь. И рядом со мной находится Наталья Георгиевна. Она является основателем школы оказания медицинской первой помощи, да, а также врач-анестезиолог. Верно? Да. Доброе утро. Доброе утро. Наталья Георгиевна, расскажите, как давно появилась эта школа в нашей столице? Необходимость оказания первой помощи, она была всегда. А вот осознание того, что нужно регламентировать в плане приказов, да, в масштабах Министерства здравоохранения, это пришло лет 20 назад. И вот потихо-потихо в 2010 году, в 2012 году начали говорить об юридической ответственности, оказании первой помощи у нас на территории Российской Федерации. Да? И сейчас, года 3, работает при Министерстве здравоохранения Российской Федерации главный внештатный специалист, который собрал нас по регионам. И вот мы составляем группу активистов школы первой помощи на территории Российской Федерации. Я в пределах Республики Саха-Якутия. Вообще, я являюсь руководителем школы первой помощи, которая работает с 2016 года. Так, да, уже 6-й год, оказывается. 6-й год, да? 6-й год. То есть основной целью вашей школы это все-таки пропаганда, да? То есть вы, да, конечно, рассказываете населению, да? Да. Это в первую очередь работа с людьми. Я прихожу, рассказываю, как нужно оказывать, как нужно реагировать на те или иные события, когда человек упал без сознания. Как быть? Я сама первый раз это вижу, например, да? И потому как реагировать на все это? Вот простыми человеческими словами рассказывая о том, как быть в экстренных ситуациях обычному человеку. Вот сегодня в рамках нашего проекта именно этим мы и хотим заняться, чтобы простым языком объяснить, вот что же делать-то. Да, вы знаете, да, вообще оценка тяжести состояния пострадавшего больного человека, тем более на догоспитальном этапе, людьми, не медиками, конечно, это очень сложная ситуация, да. Есть приказ Министерства здравоохранения, опять-таки, да, который регламентирует, который указывает перечень состояний, при котором оказывается первая помощь. Так, да? И тут же объем мероприятий, который регламентирован на этапе первой помощи. А что такое первая помощь? Первая помощь оказывается до прибытия первой медицинской помощи на месте происшествия, людьми, не медиками. Да? Поэтому вот наипростейший комплекс оказания первой помощи, вот, который нужно знать всем. Да. Ну хорошо, а можно ли перечислить хотя бы, ну, допустим, несколько ситуаций, которые встречаются чаще всего? Во-первых, это состояние без сознания, состояние обморока, состояние без сознания и без дыхания. Ситуация требует оказания базовой сердечно-легочной реанимации. Ситуация травм, переломов, да? Ситуация кровотечения, да? Ситуация аспирации народного тела в дыхательном пути, воздействие высоких и низких температур на организм человека. Это состояние отравлений. Вот эти самые частые ситуации, которые требуют первой помощи на этапе догоспитальном. Наталья Георгиевна, вы уже отметили, да, что бывают случаи, когда человек несет даже уголовную ответственность за неоказание той самой помощи. А здесь на что нужно обратить внимание? Очень часто спрашивают, да, вот я бы пришла бы оказать помощь, да, я бы оказала помощь, мне говорят. Да. А вот вдруг сделаю что-то не так, и человек, не дай бог, еще хуже станет. Конечно же, такие страхи есть. Ну, раз уж существует алгоритм действий, то, мне кажется, и ответственность обыкновенного человека, да, и профессионального врача, она же тоже разная. У нас есть 2 противоположных статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации. Это оставление в опасности людей, которые нуждались в помощи, да, и тем более тех людей, которые по должностным своим инструкциям обязаны оказывать эту помощь. Например, это сотрудники милиции, пожарная служба, спасатели, да, это таможенная служба, да, это учителя, педагоги, воспитатели. Да, это перечень должностных лиц, которые должны оказывать первую помощь. Огромное количество. Вот если они не окажут этой помощи, да, заведомо зная то, что человек остался в опасной ситуации, да, требующей первой помощи, конечно же, они будут ответственны за это событие. Но есть противоположная ситуация, да, которая оправдывает. Да, вот человека, вот я оказывала базовую сердечно-легочную реанимацию. Сломала ребра. Сломала ребра, самая частая ситуация. Или какие-то другие осложнения, да.
вот эта ситуация оправдывает все мои действия, например, да, я не могла иначе поступить вот на моих глазах. Человек потерял сознание, остановил дыхание, да, я оказала базовую сердечную легочную реанимацию. Человек остался жив, но вышел с какими-то травмами. Да. Если бы я этого не сделала, бы человек бы, ну, возможно, не погиб. выжил. Да. А есть ли разница между первой помощью и первой медицинской помощью? Конечно, есть ли разница? Конечно же, большая разница. Если на этапе первой помощи, вот на месте события, человек не медик окажет, скажем так, остановка кровотечения, как происходит на этапе первой помощи, да? Это просто максимальное сгибание конечности, или может быть пальцевое прижатие, давящая повязка, это может быть наложение жгута, например, да? Но уже приедет скорая медицинская помощь, люди уже при службе, тогда и окажут весь объем медицинской помощи с инструментарием, с лекарственными препаратами, да? Вот, и самое главное отличие в том, что вот, не только по объему оказания помощи он разный, по объему юридической ответственности он разный. Если мы будем судить человека вот по объему первой помощи, да, и врача, опять же, будет... Да, совершенно другие требования. Совершенно другие требования. Ну и, соответственно, и алгоритм, наверное, действий тоже, наверное, не один, мне кажется. Опять же, для врача и для простого человека. Конечно, но есть единый алгоритм при всех ситуациях, экстренных, неотложных ситуациях, когда произошло дорожно-транспортное происшествие, когда человек просто упал без сознания на ваших глазах. Каковы должны быть ваши первые действия в таких ситуациях? Во-первых, это оценить свою безопасность. Вдруг есть угроза опрокидывания этой машины или взрыва этой машины, есть угроза моей жизни, или человек утопает, а я не умею плавать, например. Вот я не умею плавать физически. Да, единственное, что я могу сделать в этой ситуации, это позвать к себе на помощь, да, вызвать экстренные службы. Да, то есть первое – это оценить собственную безопасность. И второе – это что же произошло, сколько пострадавших, какие-то видимые раны, травмы. Да? И третьим этапом я вызываю скорую службу по номеру 103 либо 112, да, и говорю, по какому-то адресу произошла такая-то ситуация, да, начиная базовую сердечную легочную реанимацию или вот весь объем мероприятий, что я должна буду делать. Вызвала экстренные службы и уже только с четвертым этапом перехожу к оказанию первой помощи. А первая помощь, она зависит от того, что произошло. Да, если травма, иммобилизирую, если кровотечение, накладываю там, да, останавливаю кровотечение. Либо человек в обмороке, я буду там по-другому действовать. То есть вот здесь надо четко еще раз дорогим телезрителям объяснять. У нас по алгоритму 4, да, основных пути. Первое – это оценка своей безопасности. Второе – это оценка ситуации. Третье – это сообщить в специальные, да, органы, будь то, если это пожар, то в пожарную службу, либо этот. И только потом уже оказываем ту самую помощь. То есть не надо, сломя голову, бежать и сделать героический поступок, да, все-таки. Само оказание первой помощи, да, людьми не имеет, это само героизм. Да. Потому что суметь прийти на помощь, это уже большое дело. Да, ну и я думаю, самое время попробовать оказать эту помощь и вообще поговорить с людьми, что они о ней знают. Испытано на себе. Мы, представляем себе историю, да, что мы находимся в городском парке. Время 10 часов утра. Мы, значит, с вами гуляем, и вдруг видим, что лежит человек. То есть мы первым делом, что мы делаем? Оценивать свою безопасность. Безопасность. Все безопасно. Я никуда не упаду, ничего не горит, ничего, да? Да, я оценила ситуацию, то, что человек без сознания наверняка, да. Это вот человек один, например, да, он находится в городском парке. Да. Третьим этапом вызываю скорую. Значит, я, допустим, позвонила, сказала, здесь лежит человек без сознания, но пока я должна ему помочь. Да. А дальше что? А дальше вы должны перейти собственно, к оказанию первой помощи, которая начинается как раз-таки с оценки состояния пострадавшего либо больного человека. А как же оценить? И самое главное, на этапе первой помощи есть два вопроса, которые являются показателями жизни у пострадавшего. Понять, он в сознании. И второй вопрос, дышит ли он. Это два ключевых вопроса, которые необходимо понять на этапе первой помощи. Кажется, это не так сложно, да? Вроде бы такие примитивные вещи. Итак, значит, мы должны понять, в сознании он и дышит ли он. Ну, допустим, мы сегодня не будем показывать это на людях, потому что все-таки, наверное, не очень хорошо было бы, да, на живых людях. Но мы можем показать это на манекене, да? Да. Ну, назовем его Жора.
Хорошо? Так, ну что? Итак, смотрим. Значит, он лежит, к примеру, в кустах. Мы подходим, и дальше что первым Я делаем? должна понять, в сознании ли он. Мгм. А как проверяется сознание? Не знаю. Вы должны подойти к нему. Что с вами случилось? Вам можно помочь? Вам что-то болит у вас? То есть по нему стучать надо? По щекам не надо, как вот так вот? Не стучать, попытаться поговорить с ним. Ага. Да, и если есть элементы сознания, если он в ясном сознании, например, он откроет глаза, скажет, мне плохо дышать, сердце болит, что-то или упал, я Ага, скажу. Да. головокружение, да. Если будет отвечать, фиксировать на вас взгляд, это ясно и понятно, то, что человек сознание, это очень хорошо. Мгм. А если он не открывает глаза, не реагирует на ваши действия, да, что нужно сделать? Во-вторых, нужно понять, дышит ли он. А сколько раз дышит в минуту человек взрослый? Я знаю, я. 14-16 раз в минуту. Для чего это важно знать? Для того, чтобы оценить правильно дыхание. Да? Считаем до 10 раз, да, до 10 секунд, чтобы правильно оценить дыхание. Запрокидываем голову назад таким образом, да? Выдвигаем нижнюю челюсть, прям прислоняемся ухом, да, прямо щекою к лицу пострадавшего, фиксируем взгляд на грудной стенке, считаем до 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пытаемся уловить дыхание, щекой прям тепло дыхания, да, глазами то есть движение грудной стенки. Да? есть- Если это самый важный этап. Самый важный этап. Если человек дышит, это одно, он еще живой. Если он не дышит, и, конечно, это другая ситуация, которая требует незамедлительных мероприятий. Так, вы очень хорошо все это рассказали, грамотно. А вот у меня сразу возникает вопрос. А если он дышит, но, допустим, не 10-16 раз, а 5 раз? Да. Если человек в обмороке, он без сознания, он плохо реагирует на вас, да? Но при этом я понимаю, что он дышит. Худо-бедно, но как-то дышит, там, хрипит, как-то дышит. При этом я понимаю, что он не упал с высоты, руки, ноги целые, голова целая. Я его должна повернуть на бок. Есть такое противошоковое положение, стабильно-боковое положение. Вот в таком положении я должна положить и ждать скорую медицинскую помощь. Да? Почему так важно человека без сознания, например, да, в обмороке положить на бок? Это, во-первых, профилактика, аспирация рвотных масс дыхательных путей. Вдруг он пообедал недавно, и вот он упал в обморок, например, Может прихватило сердце, Да. да, вот он в обмороке. И в таком состоянии очень часто бывают рвотные позывы, и человек может Захлебнуться. захлебнется, собственно, Ага. рвотой. Поэтому на бок. И второй этап – это скажем так, обеспечение проходимости дыхательных путей. Если человек без сознания, корень языка, он очень массивный, прям западает на ротоглотку, да, и трудно дышать. Вот на боку немного лучше. Ну то есть сначала я сажусь рядышком с ним, да, постучала, слышу, он не реагирует, да? Ага. Потом вы сказали отодвинуть голову и наверх поднять? Запрокинуть голову назад, вот таким образом, ушами прислониться Ага. к лицу, фиксируем взгляд на грудной стенке. Она должна подниматься вверх-вниз. Да. И здесь должно быть тепло на щеке. Да. Дыхание должно быть, да? 10 секунд обязательно, потому что когда человек спешит, он может неправильно оценить дыхание, да? Понимаете, да? От этого зависит, от правильной оценки дыхания, зависит именно объем мероприятий. Либо мы будем поворачивать его на бок в стабильном боковом положении, да? Либо, если он не дышит, да, мы должны перейти к базовой сердечно-легочной реанимации методом оживления. Если человек не дышит, что я должна сделать? Конечно же, незамедлительно начать. Ну вот это все буквально секундное должно быть какое-то, да, вот прям восприятие информации, да? Все хорошо, дышит, оставляю пока, да? Если дышит. Если дышит, мы поворачиваем на бок. Поворачиваем на бок. Все, дышит, мы повернули Жору на бок, и он лежит. И он лежит, мы динамически наблюдаем, ухудшается он, либо приходит Ждем в себя. скорую помощь. Да, и приходит в себя он или нет, например, да, Ага. ухудшает состояние, улучшает состояние. Ну хотя бы для начала так Да, достаточно, да. да? А если он не дышит? Это вот вообще является показанием базовой сердечно-легочной реанимации. Без сознания, без дыхания. Это агональное состояние, которое требует реанимационных мероприятий. Тогда раньше очень часто путали по определению пульса на этапе первой помощи. Но этого сейчас в обязательных алгоритмах нету. Да, оценивают пульс только те люди, которые умеют оценивать пульс. Когда человек он дрожит, вот спасатель он первый раз пытается уловить пульс, он может неправильно оценить. Да. Собственный пульс может... Я тоже не знаю, Да. где он даже находится. Да, и не поэтому вообще состояние без сознания, без дыхания – это показание базовой сердечно-легочной реанимации на этапе первой помощи.
Мгм. Да? А реанимация как начинается? И я хочу сказать, что любая ситуация, будь то инсульт, инфаркт, травма, да, все они, процесс умирания организма, он одинаков. Да, все критические ситуации, да, сопровождаются триадой симптомов, да, синдромов. Это нарушение сознания, нарушение дыхания и нарушение кровообращения. Кровообращения, да. И на этапе первой помощи превалирует оценка сознания и дыхания. Мгм. И вот не дышит, и сознания нету, я должна обязательно уложить человека, пострадавшего, на твердую поверхность. Ну вот мы это сделали, да? Выбрали твердую поверхность. Да. Дальше. Я должна начать компрессию грудной клетки. Да? Базовая сердечно-легочная реанимация состоит у нас из двух частей. Это искусственное дыхание и компрессия. В приоритете компрессии грудной клетки. То есть она ну, вообще Да, да. лучше на ней заострить свое внимание, да? Не заострить тему. Это вот если ситуация бывает, сейчас коронавирусная инфекция очень много актуальна. нельзя Да? контактировать. Когда есть опасность заражения, тогда мы можем делать только компрессию грудной клетки. Если есть травма, да, лица, которая не позволяет делать искусственное дыхание, только компрессии, конечно же, это снижает эффективность реанимационных предприятий. Но это то, что мы можем сделать. И вот сейчас мы приступаем к тому самому процессу, который, мне кажется, должен делать, уметь делать каждый человек. Это обязательно. Но мне кажется, если спросить у наших горожан, мне кажется, навряд ли кто знает. Ну, мы можем попытаться сейчас кого-то попросить. Ну, давайте потом, посмотрим. да, сначала покажем, а потом узнаем, как это делают люди. Но компрессия обязательно, значит, руки реаниматора должны быть фиксированы в таком положении, локти должны быть прямыми. Я прям должна нависать над пострадавшим вот таким образом. Не где-то вдалеке, да, не одной рукой, а два. Вот замком обязательно. На нижней трети грудины, на 2 пальца выше мечевидного отростка, со скоростью 100-120 ударов в минуту. Амплитуда колебаний где-то 5-6 сантиметров. Я же делаю компрессию грудной клетки для того, чтобы прокачать эту кровь, понимаете, да? И амплитуда колебаний грудной стенки должна составлять 5-6 сантиметров. Скорость 100-120 ударов в минуту. Это что-то невероятное. Да, невероятно, да. Человек очень сильно устает, Да. конечно же, да. И компрессии должны составлять 30 раз. Вот таким образом, да? Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Значит, прокачали, да? Дальше переходим к искусственному дыханию. Я должна, значит, открыть рот, прямо очистить. Там может быть протезы, там может быть рвотная масса, да? Все очистила, запрокинула голову, да? Выдвинула нижнюю челюсть таким образом, да? Закрыла нос и 2 вдоха. Пассивный выдох. Пассивный выдох, да? В рот прям. Да, в рот прямо. Так, да? И нос зажат полностью при этом. Да. И обязательно каждое наше движение должно быть эффективным. Да? Я не должна халтурить на каком-то этапе. Да? Я качаюсь, чтобы действительно прокачать кровь. Я дышу, чтобы сделать газообмен. Да? И никакой халтуры, никакого такого нарушения. Вот, То есть, соотношение должно быть 30 компрессий, 2 вдоха. Это же очень легко запомнить, товарищи. Вот 30 это очень много. И здесь всего 2 вдоха. То есть 30 раз без остановки здесь мы прокачиваем. И здесь 2 раза мы просто вдыхаем в человека воздух. И опять 30 раз 2 вдоха, 30 раз 2 вдоха до приезда скорой медицинской помощи, либо до клинического эффекта. Он прям закашлял, Да? задвигался. Признаки жизни. Мы останавливаемся. И третий не такой уж прям радостный, когда я понимаю, что это не помогает. Человек начал окоченевать, появились трупные пятна, появились признаки биологической смерти, конечно же, останавливаюсь. А так это продолжается до приезда скорой помощи. Так, 30 раз подряд. Здесь самое главное, нужно определиться с той самой, с тем самым расположением, да, потому что вы-то сказали это научным языком, ну а я допустим, человек, не понимающий ничего в медицине, проще говоря языком это где? Ну это-то понятно. Да. Вот таким образом, да, прямо в середина грудина, вот здесь, так, да? прям, да, вот где соединяются ребра. Вот туда. Соединились ребра. Это солнечное сплетение. Да, нет. Область мечевидного отростка чуть выше, нижняя треть грудины. И качаем 30 раз. Давайте сильнее. Ой, это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Не так-то уж это легко. Да. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 30. Очень хорошо. Ужас, это тяжело. Вы же прям сказали, чем сильнее, тем лучше. Теперь я понимаю, почему ломают ребра, да? Потому что реально надо же сильнее продавливать. Ну, это не говорить сильнее. Бывает то, что ситуация, это может быть ребенок. Вы же не будете качать на нем, прыгать на нем. Вы должны все равно рассчитать свою силу. Кому это делать? Либо бабушке с хрупкими костями, либо 100-килограммовому молодому мужчине. Да. Совсем сила, конечно, нужна А по быть сути разной. эффект должен прогибание быть, да, туда? То есть или что оно Да, должно? да. Нет, не прогибание. Это не что? показатель эффекта реанимации. да? Вот В любом случае оно должны- будет действовать? Нет, должна быть хорошая пульсовая волна. Вы качаете вот тут, да? А я должна тут ощутить пульс. Понимаете, мы делаем, значит, компрессию грудной клетки, непрямой массаж для того, чтобы обеспечить кровоток в жизненно важных органах. И, соответственно, вот если вы хорошо качаете, должна ощутить этот пульс. Вот такова должна быть сила компрессии грудной клетки. Хорошо. И потом переходим к дыханию. Ага, раз, два, да? Нос, вы говорите, зажали. Вот зажали, вот так, запрокинули голову. Подбородок подняли и два раза туда. Да, можно импровизировать, да. Вот так, все. Вот так, пассивный Опять выдох. убрали и опять за 30 раз принимайтесь. Да. И так до скорой помощи, да? Да. А вообще по регламенту скорая помощь в течение какого времени должна приехать? Если вы скажете, то, что в парке находится человек без сознания, без дыхания, мы начинаем базовую сердечную регуляцию, допустим, да? Они должны приехать в течение 20 минут по регламенту. Да. 20 минут я должна здесь вот это все проводить Ну, манипуляции? парк близко от станции скорой медицинской помощи. Я думаю, что они приедут В прямо. течение 5 минут. Да. Так, хорошо. Значит, это вот и есть та самая классическая, да, вот эта вот сердечно-легочная реанимация. Метод оживления. Метод Это вообще очень уникальный, очень сложный процесс жизнедеятельности, регуляции. Если человек теряет в какой-то момент ситуацию, какая-то критическая ситуация, инфаркт произошел, кардиогенный шок, человек без сознания, не дышит, я начинаю базовую сердечную регуляционную реанимацию. И это наигрубейшее, я бы сказала, мероприятие, но обеспечивающее, вот, скажем так, протезирующее утраченную функцию организма. Ага. Так, самое главное место, это ребра расходятся здесь и здесь. Не расходятся, а соединяются. Соединяются, ребра соединяются, и здесь... Мечевидный отросток на 2 пальца выше, вот в этой области. То есть там, где кость, там кость все равно, да? Да, это грудина. Это кость, то есть не Да. вот в этой дырочке. Нет, не в дырочке, Ага. на 2 пальца На выше. 2 пальца выше. Выше, ага. Простым языком Меч- объясняем. Там, где у вас сходятся ребра, есть ямочка, да, такая? Не ямочка, вот есть грудина, Да. вот так есть ребра, Да. вот так вот, да. И по этой грудине на 2 пальца выше. Вот я бы сказала условно, вот тут ребра соединяются на 2 пальца выше, либо, грубо говоря, нижняя треть грудина, грудной стенки. Вот это будет самое правильное расположение. А что будет, если чуть выше или чуть ниже? Уже эффекта не будет или все равно будет? Нет, это с этим связано как раз-таки осложнение. Да вы Во-первых, что? если вы чуть ниже будете качать, вы прокачаете желудок. Желудок. То есть рвотная масса попадает в легкие и так далее. И уже перевороты не помогут, да? Конечно, А не если помогут. мы сделаем чуть выше, то эффекта тоже не будет. Конечно, вы не будете качать сердце, вы будете качать легкие или что-то другое там. Да. То есть все-таки посмотрите в интернете, где находится это место, потому что по-нашему Жоре понятно где, но Да. потому что здесь как-то все попроще. Хорошо, ну и теперь уже поговорим про самые часто задаваемые вопросы на ваших лекциях, да, это вот что делать, если вдруг случился инсульт, инфаркт, перелом, кровотечение и так далее. Испытано на себе. Как мы и обещали в рамках проекта «Испытано на себе», сегодня я решила узнать, умеют ли жители нашей столицы оказывать первую помощь. Рядом со мной находится молодой человек, его зовут Саша, а также симпатичная девушка, ее зовут Яна. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Знаешь ли ты что-нибудь о оказании первой помощи? Да. Откуда знаешь? В школе учить. В школе учили, то есть на ОБЖ? Да. Ага. МЧС класс был. Какой класс? МЧС. У тебя МЧС-класс был. Ну, мы, конечно, нашли героя, да, очень так удачно. Хорошо. А Яна, умеешь ли ты оказывать? Да. А что умеешь делать? Массаж сердца, первая помощь. То есть этому ты где научилась? Мастер-класс был в ВУЗ, к нам в медвуз приехали. Вот так вот. То есть все-таки профилактические работы, они действуют. Так, Саша лежит в парке без сознания. А может быть в сознании, может он просто спит. Что нужно сделать тогда? Мужчина, с вами все в порядке? Хорошо, то есть ты пытаешься до него достучаться. Дальше. Типа проверяя пульс. Сколько раз должен биться пульс? В минуту 80 раз. Нормальный человек где-то там 70-80.
То есть Саша до этого утверждал, что 3-5 раз этого достаточно, да? А ты все-таки говоришь, что 70-80, да, примерно? Да. Хорошо, дальше, допустим, ты нащупала пульс. Поехали дальше. Потом проверяем дыхание. Вот так, короче. Ну-ка. Проверяем, смотрим на грудь. Если дышит, все нормально. И типа бьем по лицу. Бьешь по лицу, да? Ну попробуй слегка. Все, отреагировал, жмурится, да? А грудь должна в это время что делать? Двигаться, дышать. Двигаться. А ты зачем слушала? Там что-то, звук должен быть? Слушала ты, вот наклонялась для чего? Почувствовать тепло его дыхания. Ага, отлично. Хорошо. А допустим, вот он, смотри, он лежит, не смеется, ничего, но ты чувствуешь, что он дышит. Дальше что нужно делать? Попытаться разбудить. Нет, то он уже не прав. Все, он без сознания, но он дышит. Вызвать скорую помощь, позвонить. И типа, если состояние ухудшится, начинаем делать массаж сердца. Массаж сердца. Да. Так, хорошо. На Саше массаж сердца мы не будем делать, потому что ему очень весело, здесь все забавно. Для этого у нас есть манекен. Ребят, поворачиваемся в эту сторону. И давайте обратимся все-таки к нашему специалисту. Вот она сейчас расценит, кто был прав, кто был неправ и какие были основные ошибки. Ну, во-первых, молодцы. Да, я благодарю за помощь. На самом-то деле мне было не очень-то весело смотреть на ваши действия, потому что ошибки, они есть. Да? Во-первых, вы должны оценить сознание, да, попытаться, вот Яна правильно сделала, проверить дыхание вторым шагом, да, а определение пульса – это работа все-таки медицинских работников, да. Если человек дышит, это говорит то, что есть кровоснабжение органа, есть дыхание. Да? И определение пульса не является обязательным компонентом. Достаточно на этапе первой помощи определить сознание и дыхание. Да? Если без сознания, без дыхания, переходим к базовой сердечно-легочной реанимации. Да? А определение пульса, которое вы так старательно оба пытались определить, это не обязательный компонент. Не обязательно. На этапе первой помощи самое главное оценить дыхание. Правильно оценить дыхание. Ну, а правильно ли оценивала Яна дыхание? Ну, я не скажу, что очень четко, да, но она сказала то, что определяет Грудь дыхание. должна шевелиться и Не тепло. шев- Да, Да. да, То есть обязательно. примерно она все равно знала. Но она Хорошо. вызвала скорую медицинскую помощь, определила дыхание, это уже хорошо. Уже хорошо. Да. Так, хорошо. Ну и самую очень грустную ситуацию мы представляем. Это вот тот самый манекен. Саша, помоги, пожалуйста, покажи, насколько хорошо ты знаешь, как делается сердечно-легочная вот эта реанимация. Куда нужно надавить, сколько раз, на твой взгляд, давай. Ну, грудь. Ага. Давай действуй, не бойся. Давайте так и Ага. вот так. Да. Сколько раз, как ты думаешь? Ну, примерно. Хорошо, теперь пусть Яна попробует. Так, а Яна? Яна, как ты сделаешь? Лежит вот тело, раздеваем его и определяем по составу, короче, его Мгм. сердце, и типа там делаем вот так 30 раз, Мгм. потом делаем искусственное дыхание, Мгм. потом еще 30 раз, чтобы не отдышаться, пока не приедет тут скорая помощь, мы, короче, зовем еще других. Ага, хорошо. Вы должны обязательно, конечно же, уложить на твердую поверхность в первую очередь, положить руки вот таким образом обязательно ключом, потому что может быть биологические жидкости, может рука соскользнуть. Нижняя треть грудины, да, неважно, справа, слева, сверху, снизу. Нижняя треть грудины, да, не примерно, а 30 раз. Качаем строго 30 раз, да. 30 компрессий грудь. Раз, два, три, 4, 5, до 30 раз, да. Открываем ротовую полость, очищаем, запрокидываем, выдвигаем, зажимая нос, и 2 вдоха. Пассивный выдох, пассивный выдох. Не должно быть такого положения, да, должна быть хорошая фиксация рук, да, не примерно, а четкая компрессия, хороший временной промежуток. Раз, два, три, 4, да, потому что вот мы сегодня хотим достичь положительного эффекта. Мы продолжаем такой некий мастер-класс, да, или как это правильно сказать, лекцию по оказанию помощи в нашем городском парке. И наши герои это Саша и Яна. Справились они, в общем-то, с реанимационными, да, моментами. Теперь переходим к таким случаям, от которого не застрахован, мне кажется, каждый ребенок, да. Но, допустим, ты проходишь мимо, увидел красивую Яну. Яна сидит, а у нее что? Кровотечение, скажем Где? так, на предплечье. На предплечье кровотечение. Да. Ты хотя И- бы знаешь, где это, Саш, предплечье? Покажи, где. Это вот здесь, да? Нет, Или нет, здесь? нет, 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 предплечье у нас вот тут.
А, все, на Да, запястье, да, Саша. да. Нет, на предплечье. У нас тут кровотечение, да. Яна, скажем так, прижала ее, согнула. Вот так вот. Это первично то, что мы можем сделать. Рано, быстренько прижали, согнули конечность. И это первичная остановка кровотечения, да. Но пришел Саша к Яне на помощь, да, Да. с бинтами. И это венозное кровотечение, скажем так. Не хлыщет кровь, да. И понятно, что не глубокая рана, это венозное кровотечение. Вот возьми, останови венозное кровотечение. Вот, скажем так, давящая повязка, как будешь накладывать? Давящая повязка – это что-то, да, что должно придавить. Что может послужить, допустим, из подручных средств? Давящей повязки Да. роль. Да, это любой бинт, любой кусок одежды, желательно там чистой одежды, например, да. Хорошо прям цель так, чтобы прижать рану вот этой давящим бинтом, да, компонентом, и перебинтовать так, чтобы остановилось кровотечение. Мгм. То есть как можно туже, да? Да, я помогу нашему Так. Саше, да, вот таким образом. Прямо туго-туго перебинтовать. А можно ли передавить в этом случае? Нет, конечно. Ну, артерию хотите сказать, да? Да. Ну, скорее всего, нет. Нет. Вот таким образом, да? Вот бинт у нас не очень качественный попался. Вот таким образом. И это у нас будет давящая повязка. То есть если мы сделаем без давящей повязки, то бинт, скорее всего, очень быстро просочится и все, да? Да. Таким образом, да? Цель понятна, да? Наложили давящий компонент и поверх перебинтовали. Это давящая повязка, которая используется при венозном кровотечении. Ну, допустим, так, что Яна у нас там кровотечение, но еще не может двигать руками. Да, все опухла рука, и она получила травму, да, и мы на этапе первой помощи. Кто скажет, что там есть перелом или вывих, Мы визуально не да, определим. и исключить, да, скажем так, вот мы должны наложить, скажем так, иммобилизацию сделать, если мы подразумеваем травму, да, обязательно должна быть иммобилизирована конечность в двух суставах, да, верхнележащим и нижнележащим, да, вот таким образом. Можно использовать картон, можно использовать какие-то книжки, например, да, журнал можно использовать таким образом, да, вот так вот. Попросим ее, значит, То есть вот здесь должна быть фиксация в этой зоне и в этой да, зоне. да. То есть два сустава, нижний и верхнележащий суставы, чтобы иммобилизировать, чтобы не было движения в травмированном участке, да? Вот таким образом. Сперва остановили кровотечение, вторым этапом иммобилизируем таким образом. Но помимо вот журналов и книжек можно же использовать какие-то палки, да? Палки можно использовать, да, можно. Ну, самое главное захватить, так вот, да, физиологичное положение, вот таким образом. Лигнем тут пока. И сделаем так, чтобы было, Чтобы оно висело на шее, да? висело на шее, таким образом, да, чтобы как-то уменьшить, Болевые ощущения, да? во-первых, и болевые ощущения, чтобы было легче как-то больному, да, пострадавшему человеку. Ну, да. Собственно говоря, Яну спасли, да? Ну, первую помощь оказали. Ждем скорую помощь, либо отправляемся в больницу. Да. Вот так вот. Саша, Если сочетание есть травму получила, есть кровотечение, есть перелом, сперва останавливаем кровотечение, потом иммобилизируем, да, иммобилизируем в двух суставах обязательно, нижних и верхнележащих, да, придаем конечности физиологическое положение. что касаемо ног, если это, допустим, случилось с ногой, да, где те самые два места, где нужна фиксация? Ну, нога-то, она, Да, тоже. скажем так, это голень, это выше, например, да, но в зависимости от где произошло, либо это вот голеностопный сустав, например, да, в области. Иммобилизация будет где? И можно прям, если бедренная кость, можно иммобилизировать прямо до подмышек. Поэтому вот Ну, то есть специальная это все техника есть. индивидуально. Ну, в зависимости от травмы, Травмы. от локализации травмы. Ага. Так, ну и здесь у нас есть вот те самые жгуты, но если у вас есть, конечно, аптечка, тут, знаете, ну все понятно, да, это как можно сильно перетянуть, да? Да, например, ну, мы это покажем, скажем так, на Саше, скажем так, да, рана, допустим, где-то на области локтевого сустава, да, вот тут, например, да, обязательно должна быть, если желательно длинная футболка была,
мы наложили бы жгут прямо на футболку, чтобы меньше было повреждений кожных покровов, да, раз. Вот он держит эту рану, например, да, кровит, да, и обязательно выше раны, да, накладываем жгут. Сила натяжения жгута должна быть такова, что прям из раны должна перестать идти кровь. Вот такой вот сила натяжения должна быть. Вообще есть очень много импровизации на наложении жгута, да? Да, прям так вот, скажем так. Вот так вот. У Саши даже вены вздулись. Да. У меня вот немного щадяще, конечно, все это происходит, да? Да, обязательно фиксируем время, потому что максимально 1,5 часа, да? Есть тут крючок и фиксируем таким образом. Либо можно прям, ну, как обычный бинт, зафиксировать. Эксперимент показал, что наши герои, ну, знают что-то, но, конечно, все-таки не зря сегодня остановились возле нас. И я думаю, эта полезная информация останется в их памяти навсегда. Берегите себя и никогда не проходите мимо тех, кому, возможно, нужна ваша помощь. Спасибо, ребята. Испытано на себе. Что бы вы сделали, если бы человек при вас, ну, допустим, потерял сознание, и у него случился инсульт или инфаркт? Ну, надо делать массаж, да? Массаж сердца. Вот, и вызвать скорую. Первые признаки инсульта? Не знаю, Не знаете. А инфаркта? тоже не знаю. Ну, то есть инфаркт, наверное, сердце болит же, правильно? Ну, наверное. А что бы вы сделали, если бы вдруг при вас у человека случился инсульт или инфаркт? Ну, наверное, скорую вызвала. А сами бы ничего не стали делать? Ну, не знаю, там, смотря по ситуациям, наверное, как посадила, положила, там, я не знаю. Честно говоря, без понятия. Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы первые признаки инфаркта или инсульта? Это своеобразное поведение человека, речь меняется, что-то чисто физиологическое явление, я так считаю. Это инсульт. Инсульт. А инфаркт на что жалуется человек, если у него инфаркт? Инфаркт, мне кажется, что дыхание сбивается, грудинная, сердечная боль каким-то образом. Как бы вы оказали первую медицинскую помощь? Ну, подошла бы, узнала бы человек, вдруг он, по обстоятельствам бывает, может, как-то, ну и постаралась бы в первую очередь вызвать помощь, скорую помощь. Скажите, пожалуйста, а что бы вы сделали, если бы при вас у человека случился инсульт? Вызвал скорую, наверное. А первые признаки знаете? Нет. То есть оказать помощь первую не смогли бы? Нет. Что бы ты сделал, если бы человеку стало плохо? Я бы сразу вызвала скорую помощь. А ты знаешь, как звонить в скорую помощь? Ну, не знаю. Надо научиться, да? Да. Мы провели небольшой опрос среди жителей и гостей нашей столицы о том, что же такое инфаркт и инсульт, и какие признаки они знают, и какую бы помощь они могли оказать. Как показал опрос, к сожалению, большинство из тех людей, кого мы опрашивали, не знают, они знают лишь одно, что нужно вызывать скорую. Талия Георгиевна, а что же нужно сделать вот, все-таки при тех самых часто задаваемых вопросах, как оказание помощи при инсульте и инфаркте? Вообще на довоспитательном этапе диагноз инсульт-инфаркт никто поставить не может. Это только может быть подозрение. И тем более клиника инфаркта, инсульта сейчас очень разнообразна. Инсульт может начаться как острая головная боль, очень большая сильная головная боль. При инфаркте миокарда не может быть раньше жгучей боли в сердце, это классический синдром при инфаркте миокарда. Сейчас такого может и не быть. Человек может перенести все это на ногах, понимаете, да? И поэтому объем помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях заключается, если человек упал в обморок, это может проявиться, да, это может быть просто плохо дышать ему стало, да, либо голова заболела, какое-то общее недомогание, слабость. Во-первых, да, мы должны успокоить человека. Это сейчас может, человек не должен продолжать работать или выполнять какую-то вот нагрузку, да, эмоциональную, физическую. Он должен, во-первых, посидеть, успокоиться, да, открыть форточки, если он находится в здании, да, проследить за собой, да, проходит все это или нет, или все это нарастает.
хватает. Вызывать ли скорую медицинскую помощь? Если я вот помогаю вот такому человеку, я должна наблюдать. Вот, хуже становится, лучше становится, вызывать скорую медицинскую помощь. Дело в том, что в очень многих ситуациях, да, тем более при инсульте и инфаркте, объем первой помощи, он очень скуден. Очень-очень скуден и будет заключаться только в том случае, например, да, если при инсульте начался инсульт как в коматозном состоянии, при этом нарушение произошло дыхательных путей. Я буду обеспечивать проходимость дыхательных путей, например, да. Если он просто не приходит в себя, он трудно, плохо дышит, естественно, я на этапе первой помощи буду оказывать мероприятия по поддержке дыхания. Например, в таких ситуациях. Да, поэтому ситуации, они бывают очень скудны, и они зависят от клиники, что происходит. Люди не знают, да, как оказать помощь. Это из-за того, что нет четкого понимания, да, основных признаков. Как вы говорите, да, немножечко уже стало сложно понять. Да, ведь это можно принести просто на ногах и говорить, что у тебя голова болит. А на самом деле у тебя прединсультное либо инсультное состояние, да? Либо это все-таки от того, что особо-то и помочь будет нечем, кроме как вызвать скорую помощь. Вообще, вы знаете, да, инсульт, инфаркт может начаться остро, прям с коматозного состояния, с нарушением дыхания. Человек упал в обморок, не приходит в себя. Это в такое вот состояние, да, мы же не можем сказать инсульт или инфаркт не да? Просто вызываем скорую медицинскую помощь, да, просто зовем на помощь. Да? А другое дело, когда вот инсульт или инфаркт имеет какую-то клинику. У человека там очень сильно болит голова, головокружение, человек плохо говорит, там, онемела половина тела, например, да? Там человек дезориентирован, много там нарушений сознания есть какие-то, да? Конечно же, мы можем подумать, что у человека начинается инсульт. Мы должны успокоить, вызвать скорую медицинскую помощь, пронаблюдать за ним. А если инфаркт, например, да, скажем так, опять же, может начаться обморочное состояние, очень тяжелое состояние, но также, опять же, на ногах. Все, понимаете, да? От степени выраженности все это зависит, объем помощи. Вот таким образом. Но опять же, если это мой родственник, я знаю, что он болеет, у него несколько инфарктов. Предрасположенность да, в анамнезе, да. То есть дома есть лекарства какие-никакие, да, врач прописал, например, да, при острых болях в сердце, например, да, принимать нитроглицерин, какой-то аспирин, например, я могу дать все это, да, если врач мне рекомендовал, если я знаю анамнез своего родственника, то, что часто болеет и так далее, вот, конечно, в таких ситуациях я, конечно, могу помочь в таком объеме. Ну, а максимум, что мы можем сделать, это человеку дать покой, да, открыть форточки и ждать скорой помощи. Да. Если все-таки мы не можем понять, что происходит с ним, да. Ну, а вообще, вот вы считаете, что пропаганда, вот, да, здорового образа жизни, да, сейчас очень много, да, делают для этого и Минздрав России, в частности, Минздрав нашей республики, да, все-таки помогает, народ понимает, как оказывать ту помощь. Вот вы проводите свои лекции, да, работаете со студентами. На лицо есть какие-то, вот, допустим, может быть, случаи, может, кто-то звонил, потом благодарил вас об этом? Да. Вот сегодня, как раз-таки, сегодня утром есть один хороший знакомый, да, у него есть стоматологическая клиника у нас в городе, да, я по приглашению приходила к ним, проводила 2 раза мастер-класса по оказанию, да, и вот он сам оказал лично в самолете 2 случая, спас человеку жизнь 2 раза, да. Был эпиприступ и был сердечный приступ. Он оказал правильный объем помощи в самолете. И потом мне позвонил, отправил голосовое сообщение: вот, Наталья, вот, благодаря вам я смог, да, вы делаете правильное дело, дальше продолжайте. Меня это очень сильно вдохновляет. Да, но это только единичный случай на протяжении всех этих лет. Вы сами сегодня, наверное, поняли, в каком состоянии находится знание, навык оказания первой помощи у нас в Якутске, например. Ну, вы знаете, я теперь хотя бы примерно в теории знаю, даже на практике попробовала хотя бы вот тот самый базис, да. И не дай бог, конечно, чтобы когда-то я вам позвонила, да, и сказала, что вот был такой случай, и я спасла человеку жизнь. Ну, как бы не хотелось бы сталкиваться с такими ситуациями, конечно. Все время думаю, что тебя это не коснется. Ну, а если же коснется, то я, например, уверена, что я смогу сделать все. Испытано на себе.